Коль, прежде всего с победой, твои впечатления, твои эмоции от игры. Спасибо. Ну, эмоции, разумеется, только положительные. Все-таки выигрывать всегда приятно. Э, Не знаю, что еще сказать. Готовимся к следующему сбору. В Грузии в более лучшем настроении, чем после поражений. Поэтому надеюсь, что такие же эмоции будут после октябрьского сбора. Как тебе сборная Казахстана показала, что очень сложный и энергозатратный матч? Ну, я думаю, это больше всего показалось из-за того, что буквально 3 дня назад была игра с Албанией, тяжелая игра, плюс в которой мы проиграли. Эмоциональный фон был не самый лучший, но сейчас вышли заряженные, бились друг за друга, за болельщиков, за наших. Хотели подарить им приятные эмоции. Ну, я считаю, абсолютно по игре. Скажем так, на победу мы наиграли. Если сравнивать эти две игры, в чем глобальная разница? Да, вот мы видим результат 0-2, 2-1. Где ключевые отличия ты бы выделил? Ну, сейчас, скажем так, очень хороший провели первый тайм. Я даже не вспомню, были ли у Казахстана удары в створ в первом тайме. У них только какие-то там навесы были с фланга, такие, по-моему, опасных таких моментов не было. Но все-таки в первом матче ключевая была, первый тайм, ключевая наша ошибка, то, что мы провалили первый тайм, и потом уже они забили, играли по счету, и мы раскрылись, пропустили второй, в принципе. Стартовый отрезок провели лучше в этом матче. Тебя видели в клубе в основном на левом фланге, сейчас вернули на правый край. Где удобнее, где роднее, где приятнее? Я даже не знаю, как-то на тренировках приятно было и справа, потом что-то на одной тренировке стал слева, также комфортно себя чувствовал. Все, можно играть на любой позиции, все зависит от партнеров, которые с тобой на поле, а в сборной собраны лучшие футболисты нашей страны, которые всегда под тебя подстраиваются, ты можешь, тебе главное не навредить им.